Джонун, когда мы с тобой договаривались о интервью, ты мне сказала, что есть две вещи, которые мы не будем затрагивать. Я их не буду затрагивать, но мне очень интересно узнать, почему ты не хочешь говорить о политике и о семье. У каждого человека в своей жизни есть табу какие-то определенные. Хоть в сфере, хоть в работе, или там, хоть в интересах, или там в жизни. У меня табу на эти две темы, где бы я ни находилась. Были какие-то последствия или Нет, просто? абсолютно, просто я не хочу об этом говорить. Нету никаких там у меня проблем с этим, ничего. Я просто не хочу посвящать вот свою личную жизнь, и тем более на эту тему общаться с кем-то там. Все, отлично. Спасибо. Саламат Бушет. 3 года назад ты начала развиваться блогерством. Активно развиваться. А до этого было еще? В 2013 году мой первый ролик в YouTube вышел. Серьезно? Да. Как ты к этому пришла? Я изначально знала, что мне нужен, я нуждаюсь в большом количестве внимания. Я изначально, вот даже я выросла, вот родилась в маленьком городке, я вот перед сном каждую ночь я засыпала с мыслью, то, что, боженька, я хочу проснуться звездой. Звездой вот этого маленького своего городка. Получилось так, что я этого добилась уже в совсем другом городе. Потому что я изначально... Буквально 2 фильма у меня психику вообще поменяли полностью на 180 градусов. То, что Можно узнать, какие? «Бунтарка» и «Вверх тормашками». Окей. И Подростковый возраст – это то, что ты вот видишь, ты впитываешь в себя. дальше? В подростковом возрасте нельзя рисковать с какими-то своими интересами, хобби. Получилось так, что вот эти 2 фильма абсолютно из девочки сделали абсолютно другого человека. Я уже начала развиваться в другой сфере, хотя я училась в Московской гимназии для одаренных детей с гуманитарным уклоном. Я писала стихи. А после вот получилось так, что я настолько впитала в себя энергетику этих фильмов, то, что я мечтала о вот этом всем, вот то, что вот эти вот свет софитов и так далее. Я знала, что вот это мне надо. Так, вкратце напомним ребятам, кто не знает, этот маленький городок Чкаловск находится в Таджикистане. Маленький городок Чкаловск находится в Сагдийской области. Ныне называется Бустон. Нине, да? Угу. А тебе как более приятно, Бустон или Чкаловск? Я родилась в Чкаловске. Принимается. Девушка-скандал. Откуда название? Да я даже не помню. Получилось так, что я 3 года назад, когда начала активно развивать свои блоги в YouTube и в Instagram, само по себе это амплуа мне кто-то там... Этот сказал, второй повторил, третий повторил, четвертый повторил. Потом я попросила... на тот момент я работала с Доди Худо. Это этот владелец канала 221, рэп-портал и так далее. Угу. Я его попросила просто сделать обложку для моего YouTube, так как я тогда не разбиралась ни в монтажах, ни в фотошопе, ничем. Я попросила, и он просто сделал девочка-скандал, и так и пошло. Так, давай еще раз напомним. 3 года назад ты начала активно работать В YouTube и в Instagram. и в Инстаграме. Да. И вот тогда ты познакомилась с ребятами с Rap TJ, да? Получилось так, что сначала я с ними познакомилась, потом они меня подтолкнули к этому всему. Мне лично очень важно, очень интересно. Насколько я знаю, ты еще какое-то время жила в Москве, Нет, не в России. нет, Нет? У меня дезинформация. да. Ага. Просто в одном ролике, насколько память меня не подводит, ты говорила то, что в одно время ты была в России, потом тебе было сложно переключиться на таджикский язык. Нет. Не было. В России тоже есть маленький городок Чкаловск. Вы, возможно, перепутали. Я была в таджикском Чкаловске. И училась я там тоже в Московской гимназии, вот я как говорила, уже повторюсь. Я выросла в русскоязычной семье. И у меня изначально было русское образование, я таджикскому языку здесь в 11 классе научилась. А потом вообще уже начала терять свой русский язык. Как ты развивала свой таджикский язык? Потому что сейчас ты абсолютно на 90% ведешь свой блог на таджикском, правильно? Да. Дай мне пару советов, как мне можно развивать свой таджикский. Получилось так. На уличном я научилась разговаривать под кулаками своих одноклассников.
то, что ты не будешь разговаривать на русском языке, ты мучаешь наш класс. У нас был русский класс, у нас тут в Душанбе, я так заметила, то, что даже если образование русское, то в основном в 70% уроки проходят на таджикском языке, так как население требует таджикского языка. И мне тогда было тяжеловато, так же, как и моим одноклассникам со мной учиться. Когда учительница объясняла то, что так объясняла, чтобы им было понятно, но не понимала я. И приходилось им объяснять на моем языке, и не понимали они. Меня заставили одноклассники учить уличный таджикский язык, а дальше это уже благодаря своим программам, потому что Доди Худо мне возложил на меня несколько программ. Сценарий на таджикском, на литературном будешь писать сама. Там мне без разницы, будешь на русском составлять, переводить по гуглу или как. Это уже твои проблемы. Будешь все это выговаривать и вести программу, будешь на таджикском языке. И 70% я благодарна Доди Худо за то, что у меня в данный момент конкретно чистый таджикский язык. Да, я заметил. Вот дай мне пару советов. Вот как мне сделать так, чтобы развивать свой таджикский через Google? Или... Нет. Ну вот как? Вот Я честно, абсолютно, я не заморачивалась насчет этого. Я могла даже, вот у меня идут новости, да, я могла на литературном и какое-нибудь слово, которое я забуду, могла на русском языке. Например, Дар Арабистон, она мхали коркар, да, получилось, вот так могла какое-нибудь слово заменить. И первое время он меня сначала прощал, потом сказал, чтобы этого не повторялось. И мне приходилось уже самой, я уже, знаете, что, уже слушала, или там читала какие-то новости на таджикском языке. У меня уже сами вот это предложения в голове складывались сами. Вот вокруг тебя много блогеров, да, вот в рэп-тиджей. Да. Кого ты можешь посоветовать, у которого есть вот хороший таджикский литературный язык, чтобы можно было у него чему-то научиться? Честно? Честно. Никого. Но тем не менее у тебя он на хорошем уровне. Потому что у меня мама профессор, языковед. Ах, вот оно что! То есть мама тоже помогла? Первый мой блог, я к нему относилась не совсем серьезно в YouTube. Я скидывала все то, что вот могла даже чужой контент забрать, где я есть. И еще права качать. То, что я там есть, значит, это будет на моем канале. И этот первый блог у меня не особо так хорошо пошел. У меня активность всегда возрастает хорошо, быстро. Но не получилось то, чего я хотела. Я не получила от этого блога то, что я планировала. Следующий блог мне пришлось сначала все это бросить, разобраться в себе, уйти в женскую, вот это вот, как мы это любим, заморачиваться, вот в депрессию, уходить на 3 месяца. Ушла в депрессию, решила, что все это брошу и не буду больше заниматься блогингом и т.д. и т.п. Получилось так, что не получилось. И я решила заново открыть свой блог, составила план контент, и мне мама поставила несколько условий, что ты будешь говорить на литературно-таджикском языке, у тебя не будет ни одного цензурного слова, и ты будешь каждый ролик показывать мне, прежде чем он будет выходить. Вот До сих пор так? Да. Круто. Я даже если не показываю, маме там уведомления приходят, она мне сразу говорит то, что Джон, вот здесь мне не понравилось то, что ты сделал, вот здесь мне не понравилось. Но чужие каналы она не проверяет, поэтому я более раскрепощена на чужих каналах. Этот интервью посмотрит мама? Нет. Она не подписана на вас. Я только на себя ее подписала. Еще одно уточнение. Ты говорила, что одноклассники кулаками заставляли говорить на таджикском. В прямом смысле? Нет. Ну это так сказано. То, что еще раз на русском хоть слово скажешь, по мозгам получишь. А так я очень делюваком по жизни. Быстро находишь общий язык? Да, очень быстро. Баттл. Ты всерьез решила выйти на баттл? Я всерьез хотела хорошего хайпа. И всего лишь? До этого были какие-нибудь намеки, там, желания там, выйти? Или это Именно с первый этим раз? человеком? В общем. В общем были, но получилось так, что оппоненты у меня были слишком почему-то слабые. То есть и они сами, по сути, были слабыми. И я потом понимала, анализ проводили, то, что от них я не получу то, что я хочу. А тут так вот как голубь вокруг там крошки разбросаешь, вот так вот собирает. Как вот сейчас у меня вот гирду атрофом разбросано, как я не буду все это собирать? Почему бы и нет? Это Ты сейчас первый о баттл. хайпе говоришь? Да, это первый женский баттл с мужчиной. В Таджикистане? Да. Согласен.
А раньше были оппоненты твои девушки? Не было у меня батлов Не было? абсолютно. Я предлагала, Предлагал. я провоцировала. Почему-то никто не шел на мои провокации. А тут слишком такая, видимо, легкомысленная рыбка мне попалась. Что решили в итоге? То, что 19 числа у нас состоится батл. Серьезно? 19 июля Да. или июня? Ию- Июля уже. Окей. Июля? Июля, да. Июля. Я вас приглашаю, кстати. На батл? Да. Посмотреть зрителям. Пойдем. Там будет закрытая вечеринка. Не будет абсолютно ни одного зрителя не будет. Будут только блогеры и рэперы. Судьи тоже не будет. Я буду там, так сказать, батлиться как блогер. Я буду делать шоу. А Ага. что там он готовит, это уже не мои проблемы. То есть ты сама будешь себе тексты писать? Да. Ты будешь на таджикском с ним вести вот этот жесткий противостояние, диалог? Да. Ты веришь в себя? Я слишком в себе уверена. Даже если я там проиграю, Не, я выйду имею в так, виду что это сейчас я- подготовка, вот писать Да, вот эти да. тексты. Ты уже начала готовиться. Да, нет, ну да. Я так несерьезно к этому отношусь, честно. А кроме хайпа, что-нибудь еще притягивает тебя в этом? Вот в этой ситуации В батле, да. 90% хайп, Больше ничего. а остальные 10% это его гонорар. Мгм. Много предложили? Нормально. Человек платит мне деньги, чтобы я его унизила. Это же лучше, чем... Твой соперник тебе платит деньги? Да. Серьезно? Вы что думали, я просто так выйду туда себя показывать? Тем более это все выйдет у него на канале. Не у тебя. Нет, мне это не надо. Больше 20 тысяч, Самон? Не буду, Предложили. я не буду озвучивать. Ни больше, ни меньше я не буду это говорить. Вы договорились, что Да, не этот, Озвучивать не конфиденциально? будем. Это что же хайп? Нет, мне такой хайп не нужен. В данном случае я максимальный хайп получу. Ну, хотя бы больше или меньше, я думаю, что от Я этого не буду ничего не говорить. изменится. Нет, не буду. Я вам ни то, ни это говорить не буду. Сериал «Мирзо». Ты гордишься, что ты там снималась? Сказать честно. Честно. До сериала «Мирзо» меня приглашали на кастинг Аруси Замонави вместо Сабины. Меня приглашали на кастинг, на что мне мама отказала, то, что ты никуда не пойдешь, не получится то, что ты захотела. Там, короче, обруна мегират. Мне мама так и сказала этот фильм. Получается так, что Аруси Замонави вышел, и как надо, обру гирифт. И у меня уже там обида была, то, что это я должна была там находиться. И когда мне предложили уже сниматься в сериале «Мирзо», я абсолютно мне другое сказали, прежде чем я пришла и снялась в первой серии. Что сказали? То, что это нормальный сериал. Я даже не посмотрела, что там до этого было. Я пришла на 10-ю либо 11-ю серию. И причем я поставила дома условие, что никто мне больше ничего запрещать не будет. Первый раз запретили, вот что получилось. В этот раз я пойду и точно стану звездой. Потом на 15-й уже серии я узнаю, то, что там все вокруг рэпера. Я случайно увидела одну серию. Я пришла истерить, но уже было поздно. Там мне уже повысили тоже гонорар за каждую серию. Но я не смогла устоять. С мамой не поругалась? Нет, мама меня пыталась всегда изначально понимать. Мама меня сам воспитала слишком избалованной. Ну, смотри, насколько я знаю, когда люди идут на какую-то роль, им заранее дают сценарий, чтобы они ознакомились. Они мне специально не дали. Получилось так. Так как это был мой первый опыт, я сама попросила то, что прежде чем включать камеру, вы мне скажите вот мне фразы, которые я должна озвучить и т.д. и т.п. Так и работало 5 серий. А потом уже, когда мне начали давать сценарий, уже было поздно. Тебя кто, Додя Худо пригласил? Нет, абсолютно. Там актеру не хотим был. Мгм. Который играл главную Нет, роль, как, да? ну, наш Чибут. Джоник. Пусть Он будет там Джон. тоже этот, как его, во второстепенных ролях был. Хорошо. Ты пересматривала сериал?
после, как закончили? Ну вот фильм вышел, да. Вот смотрите, вот там сейчас 36 серий в общем. Мгм. Я смотрела только в каждой серии по 10 минут, где есть я. Окей. Максимум. Что ты чувствуешь, когда смотришь? То, что я себе нравлюсь. Я за собой замечала то, что я реально с каждым разом у меня прогресс, у меня шел прогресс. Вот я сравнивала первую серию, и потом последнюю серию я уже начала управлять своими эмоциями. Мгм. Я уже начала правильно разговаривать. У меня уже язык правильно на таджикском складывались все слова. Это максимум. Я никогда не замечала своих минусов. А после... Сейчас, я так понял, фильм все, закончился, сериал Уже закончился. 1,5 года как. 1,5 года. Не приглашали больше никуда? Вот буквально вот неделю назад. Куда? Тоже какой-то фильм, но я попросила то, что... Заранее. Нет, я, если честно, уже меня после Мирзо ни в один киносериалы, вот это вот, то, что в Ютубе, в интернет-платформах, меня не тянет больше. Но мне просто нужно пойти посмотреть то, что меня приглашают в главные роли. Чуть-чуть мне рассказали мотив. Спойлерить будем? Смотрите. Короче, я еще не Название знаю. фильма можно? Не знаю, короче, смотрите как. Я рассказала о себе, попросили рассказать о себе, Мгм. и получилось так, что сценарий писали по мне. Даже так. Но почему-то мотив мне показалось похож на книгу Паула Коэля «11 минут». Нет, там не испорчено, там все как в 11... Вы читали «11 минут»? Нет. Но я знаю автора. Автор все знают. Короче, там эта книга с эротикой. А этот фильм мне почему-то мотив и начало, и вот смысл этого вот кино мне показалось похоже на вот эту книгу. Меня уже 2 дня зовут зовут посидеть, то, что рассказать, что да как. Всех актеров собрали, а я никак не получается, у меня будут поехать посидеть, поговорить с ними насчет этого всего. Значит, нам больше повезло, да? Ты всего лишь на час опоздала на интервью. Нет, ну Они я 2 сюда дня ждут. хотела прийти, а туда у меня просто нога не тянет. Если бы там были какие-нибудь эротические сцены, ты бы согласилась Нет. сниматься? Нет. Табу. Да, А есть какой-нибудь роль, о котором ты мечтаешь? нет. Ты сейчас ушла с рэп-диджей. Я правильно понимаю? Нет, это вообще, это ассоциации почему-то. Это... Я никогда не работала с рэп-TG так, чтобы можно было сказать, что я ушла оттуда. Мы все в хороших отношениях, и так настолько в хороших отношениях. И вот бывает то, что мне нужен их фон, или там их камера, я бегу туда. Или им что-то от меня надо, я тоже туда. Или там в другой наш офис. Так получается то, что мы между собой все дружим, но почему-то зрители думают, что я работаю там или там, оттуда меня выгнали, я в другой офис пошла. Но ты не раз в своих роликах говоришь, что сейчас мы ушли с рэп-диджей, но мы хорошие друзья, мы помогаем друг другу Я работала всего лишь, я у них ведущей была. в рэп-диджей. Да. Но тем не менее. Мне интересно, как отреагировал Доди Худо твой уход, на твой уход. Там не было такого, то что все, я ухожу. Там Акайду Дихудо, мне нужно чуть-чуть больше времени уделить своему каналу. Мгм. А ты сейчас работаешь на себя, да? Я так понял? Да. Правильно понял. А что за проект Токи Диджей? Токи ТВ. ТВ, сори, прошу прощения у Это всех. отдельный канал, Мгм. который тоже пытается развивать свой контент. Мгм. В данный момент мы все находимся в одном офисе с Токи ТВ. Мгм. То есть, Сотрудничать. да, Мгм. мы изначально все вместе работали, получилось так, что потом судьба нас раскидала, и вот мы опять вот собрались все. Насколько я понял, ты любишь сама на себя работать и сторонник свободы. Да. Мгм. А как тебе в коллективе работается? Я говорю же, я быстро нахожу общий язык. И почему-то худоба шукурка, то, что коллектив всегда вот по жизни, где бы я ни работала, коллеги у меня почему-то очень хорошо со мной ладят. М. Тьфу-тьфу, не сглазь, у меня никогда проблем с коллегами не было. По поводу рекламы. Видел несколько роликов
у тебя, когда начинаются твои ролики, там вы разыгрываете там автомобиль, бытовая техника, все такое. На каких правах у тебя с ними есть какой-то договор или как это у вас происходит? Я беру плату за каждый ролик. Именно за каждый ролик? Да. Я не работаю с рекламодателями, которые несерьезно относятся к работе. Я работаю только с теми рекламодателями, которые могут стабильно мне платить какую-то определенную сумму. И я также буду стабильно в них уверена и заниматься их рекламой. Тебе, как личность, не важна вот твоя репутация? Ты не смотришь на то, что ты рекламируешь? Я смотрю, я сначала все это проверяю. Я беру копии паспорта. Это уже не моя работа, это уже менеджера работа. Он долгое время с ними находится на связи. И когда мы уже уверены в их работе, вот тогда мы беремся за их рекламу. Я недавно ошиблась в одном из рекламодателей, потому что я сама договаривалась. А вот мне абсолютно нельзя ни с кем договариваться, потому что я не умею в людях разбираться. Получилось так, что я прорекламировала один розыгрыш, и потом мне через неделю начали поступать сообщения, то, что этот человек перестал отвечать на сообщения и т.д. и т.п. Выхожу сама с ним на связь, вроде он в порядке, все, это у нас идет розыгрыш, просто то, что мы не рекламируем в данный момент, потому что у нас нет средств, на которые можно было бы рекламировать. То есть мы не берем у других реклам, поэтому наши подписчики думают, то, что мы перестали рекламировать. Они вроде меня успокоили, и вроде письма мне перестали писать подписчики, то, что они перестали отвечать. Я в основном работаю только с теми рекламодателями. Вот как вы сказали, вокруг меня очень много блогеров. Также я с ними в тесных отношениях. Я дружу с каждым из них. У меня даже буквально, если я какой-то ролик захочу сделать, я сначала обсуждаю с каждым из своих вот этих вот знакомых, друзей, блогеров, что ты думаешь, что получится. И рекламу я беру только в тот момент, когда я знаю, что этот человек уже работал с некоторыми из моих коллег. Когда у него хорошие рекомендации. Ну вот смотри, насколько я понял, и вокруг крутится вот эта информация о том, что именно вот эти розыгрыши, они не приводят к положительному результату именно по отношению к потребителю, людей, которые покупают эти билеты, и они не получают то, что им обещали. Смотрите, каждый человек должен давать отчет своим действиям, правильно? Согласен. Каждый адекватный человек, который решился купить билет, он понимает, что это будет розыгрыш. Что не будет каждый билет получать то, что каждый покупатель получает то, что захочет. Допустим, 1000 билетов и, допустим, 3 подарка. 1000 людей будут бороться, будут надеяться на эти 3 подарка. Они все эти со всеми условиями соглашаются. Они, насколько я думаю, в адекватном разуме это все видят, это все знают, то, что на 1000 человек рассчитано всего лишь 3 подарка. Дальше, когда уже не получают то, что хотят, мне это уже кажется чуть-чуть так неправильно. Я это по себе знаю. Потому что я недавно проводила сама конкурс. Это был мой первый конкурс в жизни. Абсолютно без копейки денег, ничего тратить не приходилось. Просто за подписку я дарила подарки, не хилые подарки. 11 подарков. Получилось так, что у меня почти 4000 участников было в Инстаграм. Просто за подписку. И когда я разыграла все это на программе, то, что не сама выбирала, как говорят, методом тыка. Рандомно. На программе, да, рандомно. Я выбирала на программе, то, что не я, это все система там определяла победителей. На меня огромное ведро хейтинга вылилось. Огромное, то, что ты обманываешь народ. Хотя никто ни копейки не потратил, я все со своего кармана. Я просто хотела порадовать, получилось так, что я себе, наоборот, настроение испортила на неделю. Опять же, вернемся к тому, что в любом случае это твоя репутация. То есть ты, как являешься лицом, и ты являешься человеком, на которого равняются эти подписчики, которые на тебя подписаны, и они доверяют тебе. Да.
И они идут на розыгрыш, потому что они понимают то, что ты личность, и мы тебе доверяем. И ты не боишься, что ты рискуешь своей репутацией в этом случае, когда они, возможно, они не понимают, что там всего 3 подарка, 1000 билетов, вот эти моменты. Вы смотрели полностью мои ролики? Рекламные? Рекламу, да. Я что все объясняю. Когда я беру рекламу розыгрышев, я помимо того, что вы на каждом видео прикрепляю этот ролик, помимо этого я провожу каждые 2 дня прямые эфиры, где я рассказываю об этом розыгрыше. Единственное, что я Отвечаю на заметил вопросы. в твоих роликах о рекламе, что ты говоришь, если есть вопросы, обращайтесь по другому номеру. И еще также я в YouTube провожу прямые эфиры Мгм. вместе с тем рекламодателем и отвечаю на их вопросы. В общем, в итоге хейтеры все равно завалили сообщениями. Хейтеры завалили сообщениями из-за моего конкурса. Из-за Но твоего. насчет этих розыгрышев были вопросы, пару вопросов, которые потом решились. Я пока уверена в своих рекламодателях. В Инстаграме у тебя есть пару роликов, где ты есть такое понятие скрытая, да, реклама. Ты делаешь скрытую рекламу. Интегрированная реклама. Возможно. Ты ешь роллы и говоришь откуда. Правильно? Спасибо, Япономати, т.д. и т.п. Вы можете там Да, тыкнуть. да. Не, все нормально. А другое это, по-моему, про косметику какую-то. Не Есть? только косметика, это все, что... На каких условиях ты с ними работаешь? Не буду я говорить условия. Когда купите мне рекламу, потом условия узнаете. Я не спрашиваю о финансовой части. Я Я просто поняла. хочу. Я не хочу говорить об условиях своей рекламы, своих договоров. А почему такое вот Если бы отношение? я сейчас могла озвучивать эти условия, Возможно, могла у тебя также это всё в рекламодателя Инстаграм больше говорить. стало. нет, не хочу это говорить. Вот кто захочет, он напишет моему менеджеру и узнает. В одном ролике ты заявляешь о том, что, сейчас я процитирую, возможно, ты меня поправишь. Хайп – это моя основная заработка на хлеб. Ты, это все. Я сейчас хочу задать вопрос. Ты сомневаешься в том, что ты можешь где-то больше и лучше заработать? Я говорю в данном случае, то, чем я занимаюсь в данный момент, то, что мне интересно, больше мне принесет денег, если я буду хайповать, так сказать. Ну ты же понимаешь, что большое количество негатива на тебя вливается Это не часто. первый. Знаете что? Я с негативом еще тогда смирилась, когда я начала все это делать. Когда пытались меня вообще какие только угрозы не шли. И я прежде чем входить в эту сферу, я уже была готова, то, что вокруг меня будет огромный хейтинг. Мгм. Потому что еще я пока не... в то время мало было девушек, которые вот так вот пытались показаться. Или там вот этим заниматься. А как ты борешься, как ты себя успокаиваешь? Я абсолютно на это не обращаю внимания. Честное слово, меня вообще это не парит. А раньше, первое время? Изначально меня не парило. Было некоторое вот такое вот, я же говорю, вот слишком женские загоны, то, что месяц я могу уйти в себя, и каждый комментарий может так меня ранить, что я в слезах могу вообще из дома не выходить. Потом через месяц думаю, what the fuck, все же нормально. И опять, я жду он, и дальше по своим делам. Но это раз в год или раз в полгода у меня это происходит. Почему у тебя в Инстаграме и в Ютубе во многих роликах комментарии Потому что мама у скрыты? меня комментарии читает. У меня мама человек Facebook, а люди в Facebook живут на комментариях. Мгм. И у меня мама каждый комментарий читает. Не дай бог там что-то не... И в YouTube я разрешаю только те комментарии, которые маме могут понравиться. Много то, что не нравится маме. Конечно, слишком много. Был такой момент у тебя в жизни, что ты прям вот говорила себе, что все, я устала, я не могу, я не буду больше этим заниматься? Да. Как давно? Год назад и вот буквально несколько месяцев назад. Я Причина? устала. Несколько месяцев назад это вот у меня получилось так, что я реально устала от популярности. Я хотела просто вот спокойно прогуляться по улице,
чтобы никто не подходил фоткаться, чтобы никто не выкрикивал из машины то, что Джон он и т.д. и т.п. Чтобы никто не снимал меня и не скидывал мне в Инстаграм мои ролики. Не ролики, а вот как я хожу по улице. Мгм. Я так сильно от этого устала, то, что я не могу просто выйти на прогулки с друзьями, допустим, или просто выйти в парке где-то посидеть. Так это же мечта была твоя. Да, ну, не всегда то, о чем ты мечтаешь, это так хорошо и так идеально. А сейчас ты как думаешь? Сейчас все в порядке. Я же говорю, это так часто бывает, все-таки загон. А, скажи, пожалуйста, зачем тебе менеджер? Я не умею общаться ни с, так сказать, фанатами, ни с рекламодателями, ни с коллегами. Точнее, с людьми, которые хотят со мной работать, сотрудничать. Мгм. Не умею я общаться. Я даже на улице ко мне подходит, а Паю Джон он, и я в истерику бросаюсь и в такси сажусь. Что, пожалуйста, не надо меня трогать. Всего лишь Вроде я из-за не этого. социопат. Я абсолютно, я умею хорошо находить общий язык, но не получается у меня вот насчет этого всего. И слишком много мне пишут. Честно слово, изначально я взяла точнее, я начала работать с менеджером из-за того, что мне в Инстаграм слишком много писали. Платишь ему? Да. Много? Много? Такая ехидная улыбка, мне кажется, немного. По поводу твоего гардероба. А, у меня есть информация, что по просьбе подписчиков ты его сильно изменила. Почему? Изначально я шла против всех тех, кто пытался что-то мне указать. Допустим, вот зрители. Потом со временем я уже, как вот люди учатся на ошибках. Как вот мой первый канал стал для меня хорошим уроком, что я начала вести этот хорошо. Также я уже начала понимать то, что зритель и есть мой хлеб. А значит, зрителю я должна нравиться. То, что я одену пару там национальных платьев, мне там не холодно, ни горячо не будет, зато ему будет приятно. И я начала это понимать, то, что если я буду говорить вот так, ему это будет нравиться, и он посмотрит еще следующее видео. Вдруг еще и подпишется. А это еще плюс цент мне на счет. А как же твоя свобода? Ты же больше сторонник самостоятельности. и Я свободы. стараюсь вот это вот все показывать в Инстаграм. Ага. А в YouTube я стараюсь слушать зрителя. Мгм. Пластические изменения на теле есть? На теле нет. Абсолютно нигде. Губы я делала. Какие изменения были? Я из-за того, что с детства вот такая скандальная была, у меня слишком было много недопониманий почему-то с девочками-параллельницами в школах. Окей. Либо я слишком была, как моя мама Агрессивно. говорит, архаром, либо они у меня были слишком агрессивными. Я, короче, не знаю, что. И вечно почему-то, вот когда я в передряге входила, вот Ага. это вот все впутывалось, почему-то вечно мне по губам били. То линейкой железной этот кинет, и мне в губу прям, то вилкой, то ручкой. Вот у меня потом шрамчики были. Мгм. 2 раза я делала коррекцию цветом, чтобы контур исправить. Не получилось. Мне пришлось потом сделать укол, чтобы у меня все... Я считаю то, что девушке, если что-то в себе не нравится, она должна совершенствоваться. Женщина всегда должна себя любить и себе нравится. В одном видео тебе задают вопросы от подписчиков, комментария, и один из вопросов было по поводу макияжа, и ты ответила на вопрос, что ты не любишь макияж, и ты без всего этого выглядишь очень красиво. Да. А по поводу изменения своего внешнего вида, тебе что-то не Макияж? устраивало? Каких изменений? Губы, например. Не устраивало, я же говорю, то, что мне вечно по губам почему-то били. А, всего лишь из-за этого. Это всего лишь из-за этого. Сейчас тебе все нравится. Ну, почти. Через месяца 2 еще не понравится, еще раз поменять хочу. Что ты хочешь поменять? Не буду говорить. Ну и скрывать потом не буду. Это же все равно... хорошо, это лицо будет, Да. я так понял. Мгм. У тебя на воротничке, так называется, есть форма звезды. Это Ключица.
Ключица Ключица. называется? Ну, ключица, воротничок. Давай пусть будет ключица. Что это означает? Это был азарт подростковый, Это татушка. да. О, То, что круто. я должна иметь татуировки. Получилось так, что я пошла набивать, но перед этим я 3 дня копалась, что я хочу. Я знала, что я хочу либо ключ, Мгм. либо звезду. Почему? Не знаю. Потом я посмотрела, что это означает. Ключ мне сказали, что это не совсем так хорошо. А звезду я нашла такое описание, то что 5 богинь во мне. 5 на 5 концах, короче, сидят богини. И все это в одном человеке. Ну, я решилась на нее. Больно было, когда делали? Я ни разу не обезболивала себе ничего. Это единственная татушка у тебя на теле? У меня 7 татуировок. 7 татуировок? Каждый из них что-то означает? Да, А самая крутая какая? они все у меня крутые. Опиши нам та, которая больше всего тебе нравится. Здесь мамино имя, любимое, ну, имя мамы. Мгм. Здесь у меня то ли здесь, то ли здесь. Чего? Здесь алмаз или здесь сердце, либо тут, короче, я уже перепутала. Я забываю вечно почему-то. Алмаз у меня храбрость, Мгм. сердце у меня верность, сердцебиение это у меня под это, то, что жизнь моей матери. И это мусульманский знак означает. Но я не буду говорить, в связи с чем я это набивала. Хорошо. А сердце можешь верность кому? Я очень верная по жизни. Друзья, отношения, Мгм. семья, Мгм. интересы, хобби, себе верна. Твой блог. Мы говорили о том, что у тебя много хейтеров. Когда ты последний раз нервничала сильно из-за них? Когда позвонили моему менеджеру, По вопросу? не по рекламе, а угрожаться, что мы убьем твою Джононку. И такое бывает? Ну, не убьем, а то, что на него наехал. Я сидела там, все это слышала. Он сказал, что меня нет рядом. Пытался сам с ними поговорить. Звонили откуда-то там с другой планеты. Мгм. То, что тебе не стыдно, ты с ней работаешь. Она такая, она сякая, на что он уже знает. Он нормально объяснял. Он слишком спокойный у меня человек-менеджер. То, что ты ошибаешься, то, что ты видишь, это образ. В жизни это абсолютно другой человек. Я с ней знаком давно. Мгм. Нет, ты такой, ты сякой, раз ты с ней работаешь. Я там не выдержала, и мат-перемат. Я настолько там перенервничала, что, короче, Неприятно. сильно на этом, да, очень перенервничала. А как ты расслабляешься, когда вот такие напряженные моменты бывают? Я слишком быстро забываю вот это все. Я даже могу обидеться на человека, через минут 5 сама же подойти и сказать, ну извини, что я на тебя обиделась. Ну вот только не хейтерам. Ты же не звонишь им и говоришь, ребята, ну, бывает. Как я позвоню хейтеру, скажу, кушка, братан, спасибо, что ты на мне Ну, он же позвонил. Нет, таким я не буду звонить, я имею в виду своих людей. Своих. То есть там пойти, покурить кальян, успокоиться, такого нет. Я уже 3 года не курю кальян. Почему бросила? У меня астма. Никогда у тебя не возникла вот идея такая, что из-за твоего контента у тебя очень много сложностей в жизни, давай я чуть-чуть поменяю формат. Это уже я поменяла. То, что видите сейчас в YouTube, Мгм. это я конкретно поменяла свой контент. Это не то, что я хотела изначально сделать. Было еще хуже или лучше? В смысле, вы считаете, что это плохо? Я не считаю, что это плохо. Я имею в виду сейчас угрозы, ты страдаешь, стресс. И вот я вот с этим, если сравнивать, Ни угрозы, ни я страдаю, ни стресса у меня в жизни нет. Я такой слишком эмоциональный человек, мгм, что мне ничего не нужно, чтобы я ушла в себя. мгм. Это у меня по жизни вот это есть, что я на весь мир обижусь, и через день я уже порхаю, там, я летаю, я полна энергии. А А то, что я вот сейчас делаю, я абсолютно в этом не разочарована. Мне очень нравится моя работа, мне очень нравится моя сфера. это считается твоя основная работа. Да, в данный момент, да.
Кто автор твоих идей? Я. Ты сама. Мгм. Ну и менеджер. 70%. Я пересмотрел несколько роликов, нету авторских вот этих подложек. И везде, я не знаю, все замечают или нет, но я заметил, что когда идет звуковое сопровождение, Мгм. там женским голосом говорится, кто автор этой подложки. Вы про интро? Пусть будет интро, да. Мгм. Когда ты его покупаешь, там нету вот этого голоса. Это Акай Дудзихудо меня старался вечно побыстрее от меня избавиться. То есть он тебе делает эти интро. Да, и то я не слишком к этому серьезно относилась. А сейчас И сейчас. тоже. Тебя устраивает. Ну ты же достаточно, хорошо Я зарабатываешь. последнее время абсолютно прошу не ставить интро. Потому что каждое новое видео ставлю на главку на своем канале. А интро это 5 секунд, которые занимают время моего зрителя. Мгм. То, что он не видит интересное, допустим, что-то. Не видит тизер самого видео. В последнее время я прошу не ставить абсолютно интро и сразу начинать видео. А вставки рекламного ролика ты нормально относишься? Пусть тратят свое время. Да. И вы не поняли. Вы Я заходите на канал, и там 5 секунд интро, Ага. хотя после 5 секунд у меня там интересные слова идут, которые могут его задержать. Поэтому я прошу то, что не ставьте интро, сразу пусть видео начинается. Он заходит на канал, уже у меня там интересные слова идут, он хочет, не хочет, кликает на это видео. В ближайшее время ты задумаешься о том, чтобы у тебя было все авторское, чтобы Да. было свое. Просто слишком сейчас я почему-то разрываюсь на несколько частей. Я сейчас еще решила заниматься пением. У меня отец хорошо пел, певцом был. Я видел пару выступлений. В сторисах моих или Нет, где? в Ютубе ты читаешь рэп, по-моему. Нет, я тогда за хороший гонорар. Мне интересно, сколько платят? Не буду я ничего говорить. Получилось так, что я слишком рано начала на этом хорошо зарабатывать. И мне это очень хорошо начало нравиться. Очень сильно начало нравиться. Махаси, ты хочешь что-то сказать? Нет, не буду я читать рэп. Ни в коем случае. Девушка просит. Нет, не буду я читать. Где твоя женская солидарность? Нет, абсолютно. Вот, приглашаю вас, кстати. Почему в последнее время очень много роликов, где тебя избивают, якобы? Потому что это почему-то хороший просмотр набирает. Это все грим. Ты сама, когда смотришь, что ты чувствуешь? В смысле, что я чувствую? Я чувствую, что я очень красивая, что я молодец, что я хорошо со своей работой справляюсь. Я сейчас больше о том, как реагируют на вот эти видео. Ты удовольствие получаешь? Просмотры. Просмотры хорошие, а остальное меня вообще не парит. Но ты когда видишь, что много просмотров, что ты чувствуешь? То, что я молодец. Ты хвалишь себя. А в чем основная мотивация твоих роликов? То, что я смогла добиться того, чего я хотела. Мгм. Когда, вы знаете, у меня такой момент происходит, то, что я не хочу, вот у меня творческий кризис, я не хочу абсолютно ничего снимать. И мне менеджер говорит на то время, то, что есть такие люди, которые мечтают в данный момент быть на твоем месте. И всего лишь вот эта фраза и вторая, Джон, ты сможешь. Если мне всего лишь скажут, Джон, ты сможешь, я мир переверну. Что этот человек в меня верит. В меня верят. Там уже без разницы, что это. Я буду стремиться к тому, чтобы это у меня получилось. Я не буду дальше останавливаться. Ты говоришь, что блог – это твой образ, а в жизни ты другая. Какая ты в жизни? Разве я должна говорить, какая я в жизни?
Любой человек будет говорить свои плюсы. Мне кажется, это неправильно спрашивать у самого человека, какая ты в жизни. Я А не кто буду может говорить за о себя своем. сказать? Допустим, вы сможете, если вы в хороших отношениях с моими коллегами или там кого-то из них знаете, вы можете у кого-нибудь мнение обо мне спросить, что какая она в жизни. Мгм. По-любому я не буду свои минусы говорить. А то, что сидеть тут свои плюсы говорить, я могу вечно. 3 основных плюса своих. Можешь сказать? В жизни. Я слишком сердобольный, добрый человек в жизни. Это максимум. Что еще? Я дружелюбная. Хайповая. За 23 года у меня всего лишь 2 плюса в жизни. Ну, Вы не есть, собираетесь мне помочь? Говорить? я думаю, что есть смысл задуматься. Нет никаких смыслов задуматься. Я просто хочу те качества, которые стоит сейчас говорить. А так я же говорила, сейчас себя хвалить, всю жизнь тут могу сидеть, хвалить себя. Как ты относишься к религии? Я не буду на эти вопросы отвечать. Твое абсолютное право. Ты в жизни любишь рисковать? Очень. Последний риск, на который ты решилась? Это чуть-чуть из моей личной жизни. Не в карьере, Мгм. не в блогинге моем. Я слишком спонтанный человек. Слишком спонтанный человек. Я почему-то с детства слушалась только свои чувства, слушала, Мгм. свои желания. Бывало так, что да, я как-то разочаровывалась в том, что, почему я никого не послушала, почему я послушала себя. А зато таджриба, опыт. А в свою судьбу как блогера ты веришь? Нет. Я знаю, что это далеко не пойдет и долго тоже не пойдет. Куда Я бы ты даже- пошла? Я даже знаю то, что максимум это может продержаться у меня 2 года. Точнее, этот интерес во мне может максимум еще 2 года. А так я по профессии абсолютно... У меня профессия другая абсолютно. Какая, если не секрет? У меня первый диплом на таможенника я училась, Мгм. туризм и таможенное дело. Второй я на дизайнера костюма учусь. Мгм. Но вот эти национальные таджикские платья ты, по-моему, сама себе шьешь, Нет. нет? Ну ты же в роликах говоришь, что, ну когда ты показываешь, что это мое новое платье, или я ошибаюсь, это я шью сама, нет? Я ни разу такого не говорила. Не было такого. Я не дизайнер национальных платьев, я дизайнер костюма европейской одежды. Мгм. Возможно, я буду дизайнером мужской одежды, что в Таджикистане слишком дефицит. А ты обидчивый человек? Да. И не столько обидчивый, сколько капризный. А сторонник мести Нет, абсолютно. не любишь? Ну и черт с тобой, ну и сделал, ну ладно. Тебя Бог пусть накажет. Это максимум, что я могу сказать. А чаще, когда ты делаешь какие-то шаги, ты прислушиваешься к разуму или к сердцу? Сердце. Часто? В основном. Я абсолютно почему-то свой разум не слушаю. Абсолютно. Возможно, я думаю, что там вот я сейчас вот это сделала, мне будет плохо. Мгм. Но мне вот в сердце чувствует, ну, Джоночек, ну сделай, ну ты же можешь. Ладно, братан, я сделаю, чего бы нет. И слушаю сердце. А потом по мозгам получаю, по этому самому разуму. Дай 3 совета девушкам, которые начинают свой блог. Я абсолютно не сторонник того, чтобы девочки развивались в сфере блогинга, во-первых. Ну ты же Я делаешь это. больше хочу дать совет девушкам, чтобы они больше думали о своем будущем, чтобы девочки чаще слушали разум, чем сердце, и чтобы девочки не делали с ранних возрастов ошибки. Даже буквально
каждого человека свое понятие в слове ошибка. Мгм. Я просто желаю девочкам не торопиться, советую девочкам не торопиться ни с чем. Что на все есть свое время. И абсолютно не советую вам, девочки, заниматься блогингом. Смотри, сейчас наверняка в каком-то маленьком городке нашего солнечного Таджикистана, возможно, эта девочка будет смотреть вот этот эфир, и ты сейчас сломала ей, возможно, и все ее мечты. Дорогая девочка, которая меня смотрит с маленького городка нашего солнечного Таджикистана, то, что ты видишь сейчас, это я буквально готовлюсь к этому морально, к каждому такому ролику и каждым таким вопросам. И перед тем, как прийти на такие ролики, на такие интервью, у меня происходит внутри борьба. То, что какие вопросы мне там будут задавать. И что я буду отвечать на эти вопросы. Это во-первых. Во-вторых, то, что ты видишь сейчас, то, что я сижу вот так вот, отвечаю правильно и красиво на все эти вопросы, это все возможно от того, что не столько опыт, сколько усталость ошибаться. Ничего легко не дается. Возможно, ты очень долгое время потратишь на то, чтобы поставить себя в какой-то сфере, а именно в сфере блогинга. Но у тебя может ничего не получиться, а может ты будешь лучшей. Но я считаю, что тебе это не надо. Я считаю, что если ты будешь сейчас хорошо возьмешься за учебу, если ты получишь диплом и будешь работать на государство, и там выйдешь замуж и будешь счастливой матерью твоих сладких детей и очень счастливой женой, мне кажется, ты будешь счастливее, чем ты будешь знаменитым блогером и разрешать каждый комментарий, тот, в котором нет оскорблений. Я просто тебя прошу, девочка, не порть себе будущее, сиди тихо. Ты считаешь, что у тебя испортилась твоя жизнь? Нет, я считаю, что если бы я вышла в то время замуж, когда у меня появилась мысль о блогинге, я бы это куда-нибудь на дальнюю полку на 50 лет будет, когда внучата свои будут, когда уже муж никуда не сбежит, вот тогда блогингом заняться. Вот если бы у меня тогда были такие мысли, было бы сейчас круче. Расскажи нам, пожалуйста, о конфликте с Ойла Тыджи. Я так не хотела об этом говорить. Буквально пару вопросов. Ты написала заявление в прокуратуру. Что в итоге? Я забрала его. Почему? Я просто подумала, что как я зарабатываю на чем-то. Значит, я посмотрела другие их публикации. То, что у них в основном провокация, в основном вот это все. Я подумала, хай дальше, пусть работают, раз это в их стиле. Кому надо, тот поймет, что это вот они привыкли так работать. Я не захотела вот в этой всей суете находиться. С ними тем более. Мне показалось, возможно, ты меня справишь, что это было обоюдно. То есть вы договорились? Я ни разу с ними не разговаривала. Один раз они мне позвонили, то, что ты написала на нас заявление. Я говорю, да. Ну все, в суде встретимся. Я говорю, хорошо. Больше не было разговора. У тебя есть еще одна программка «Манию Шумо». Правда, что ты сама траванулась, когда после меня какого-то Дишей эфира? отравил. Чем? Дешевым кетчупом и йогуртом. Перемешку. Да, у меня в этом заключается смысл моей программы, то что тот, кто не сможет правильно ответить на мой вопрос, тот будет кушать что-то неприятное. Либо я буду брызгать водой. Обливать даже, не брызгать. Ты заранее с медиками обговариваешь? Нет, я больше верю в то, что у таджиков слишком хороший иммунитет и организм. Ну, я точно знаю, то, что никаких жертв у меня после моих программ не было, кроме вот этого вот моего одного случая, первого и последнего. Блиц.
Задаю короткие вопросы, отвечаешь, как тебе удобно. Можно коротко, можно не коротко. Задумываясь, не задумываясь. Как тебе удобно? Можешь немножко задумываться. Немножко это сколько? Я пошутила, Рафты. Мама, я могу вот здесь вот 24 часа сидеть думать. Я не посмею столько тебя задерживать. Ты слишком занятой. Что заставляет тебя краснеть и смущаться? Когда говорят, что я похожа на маму. В хорошем смысле. М? На каком месте у тебя деньги в жизни? На втором. А на первом? Любовь. К себе? В любовь. В К общем. любовь. матери, к семье, там, к своему парню, к себе. Мгм. Что тебе поднимает настроение? Деньги. Свои же. Что думаешь и говоришь себе, когда смотришь в зеркало? Мимруша, красавая. За что тебе было стыдно последний раз? За то, что я один раз нагрубила таксисту. За то, что он не там повернул. Я получилось так, что я слишком торопилась, я на него накричала, зашла в банк, он меня довез куда надо, вовремя. Но я уже успела на него накричать, мне стало стыдно. Я в банке очень об этом сожалела, вышла, позвонила опять же на тот номер, попросила вернуться, извинилась и попросила уехать. Круто. У тебя есть зависимость от чего-то? Нет, у меня есть больше. Больше? У меня нет силы воли. Мгм. Это хуже, чем зависимость от чего-то. 3 лучших блогера Таджикистана здесь и сейчас. Джанон. За что нужно быть благодарным? За то, что живешь. Смотря кому. Не Вообще важно. по жизни? Да. За то, что живешь. За то, что на сегодняшний день ты проснулся и живешь. У меня все. Могу я тебе пожать руку? Спасибо. Да, на мерзот.